Ну, если раньше по коми часто говорили в автобусах и везде, то сейчас же все реже и реже. Почему? Потому что мы уважаем русский язык общения. И в общественных местах как-то уже кажется не совсем прилично разговаривать вот на своем языке. Да, дома там разговаривают, ну, на работе у нас там разговаривают, некоторые любят между собой разговаривать. Есть еще такие у нас мондесл, пока я работаю. И тоже мало осталось. В основном коми где? В деревне. А что вот в деревне? Меня зовут Ирина Терентьева, я журналист издательского дома Коми. И сейчас мы находимся в Доме печати, в историческом здании на 4-м этаже, потому что именно на 4-м этаже размещаются редакции комиязычных печатных СМИ, газеты и 4 журналов. Ну, а сейчас с вами мы подходим в святая святых, в кабинет главного редактора молодежного журнала «Елога», что в переводе на русский означает «эхо». Это, пожалуй, наш главный экспонат, наш главный редактор, который держит нас всех в ежовых рукавицах, раздает задания, но иногда нет, метод кнута и пряника никто не отменял. И в этом же кабинете находятся архивы, исторические подшивки нашего журнала, который ранее был газетой. Вот это такой супер исторический экземпляр. Это самый-самый первый номер газеты на тот момент «Елога». Выходил он в 91 году в октябре. Это был, так сказать, пилотный выпуск. Затем был небольшой перерыв. На протяжении нескольких месяцев его не издавали. И уже активно в печать вошло в январе 92 года. Если вначале размещали какие-то архивные фотографии, снимки, то с развитием интернета уже появляются и голливудские звезды на обложках. Это начинают активно пользоваться фотошопом. Вот, например, тут братья Кличко. Один из братьев Кличко, не знаю, который на фоне, с голым торсом, так сказать, на фоне коми зимней Пармы, коми леса. Тоже менялась и, так сказать, толщина газеты. От 16-страничной газеты тоненькой мы вот дошли до 48-страничного нашего журнала глянцевого. 2 года, как наш журнал теперь издается в глянце. Мы сейчас находимся в Доме печати. Это историческое здание с 30-х годов постройки, советское, где всегда размещались редакции газет, комиязычных и русскоязычных в частности. Я работаю здесь ровно 7 лет. 5 лет я работала редактором отдела и верстала газету еще на тот момент. 2 года назад мне предложили возглавить журнал, и вот 2 года я главный редактор. У нас есть наш холдинг издательский дом Коми. Мы объединяем 5 изданий. Это детский журнал «Бикини», молодежный журнал «Елога», сатира «Чушканзе», одна из немногих в России, которая еще издается на бумаге. У нас есть литературное издание «Войвов Кожув» и общественно-политическая газета «Комимо». Это мы 5 изданий, которые пишем исключительно на коми-языке. Мы все тут очень дружно живем, периодически там друг другу помогаем, стараемся как-то взаимодействовать. Ну, конечно, коми-редакция больше, конечно, варится в своем таком коми-котелке. Мы тут все друг друга взаимозаменяемые. Я пришла работать в общественно-политическую газету «Комимо». Ну, так как мы все тут друг с другом взаимосвязаны, то есть я параллельно работаю в газете, я пишу материалы для «Елоги», молодежного журнала, для детского журнала «Бикинь», иногда в сатирические чушканзы пописываю, так сказать. И, в общем, мы тут все, и шнец, и жнец, и на дуде, и грез. Такая помощь, взаимозаменяемость в нашем коллективе. Какие-то функции пересекаются. То есть даже Ира Терентьева, она у нас числится редактором газеты «Комиму».
Но мы не можем ее оставить только в Комиму, мы ее вытягиваем в свои проекты, и каждый раз она нам в каждом журнале пишет какие-то свои рубрики, ведет. Точно так же у нас, к примеру, верстальщик у нас один с Комиму общий, корректоры тоже, поэтому вот у нас есть коллектив 30 человек издательского дома Коми, и как-то разделить их на отдельные редакции очень сложно. Но вот если уж делить, то это 5 человек. Спасибо, то, что мы живем в 21 веке, и практически все наши герои, они ходят на фотосессии и так, без нашего участия. Иногда мы даже журнал начинаем не с героя, а мы видим у кого-то классный кадр. Вот так было с мартовским выпуском, где Ксюша Таскаева, активистка, она очень интересуется языками и культурой и очень здорово все это продвигает. Она сделала классную фотосессию в лесу, такую прям с головой оленя, по-моему, я не знаю, но это немножко пугающе, но при этом очень эффектно. Поэтому мы сделали вот мартовский выпуск для девчонок вот на основе этой фотографии, по сути. И при этом эта фотография нам досталась, по сути, бесплатно, только потому что у Ксюши она уже была. Ну а когда нет, естественно, мы договариваемся с фотографами, которые тоже за не очень большую плату делают нам классные снимки. Обычно нас, конечно, находят через какие-то репосты, когда мы публикуем какую-то статью, постим себе на стену, наши друзья постят тоже, и так нас находят. Но вот сейчас мы хотели показать нашу группу вам, и получилось так, что из-за того, что в названии нашего журнала аж 2 буквы «Э», чаще всего в раскладке клавиатуры в обычных телефонах эту буковку найти сложно, хотя можно. Вот просто так ее не найти в поиске. Зажимаем, да, на английском и переходим на «э». В принципе, наш коми-алфавит, он не особо отличается от русского, просто у нас две своих буквы, которых в русском языке нет. Это О с точками сверху и как английское I. Да, древний коми-алфавит, он вообще изначально был на основе пасов, это родовые символы каждой семьи, то есть это какие-то насечки, по которым люди могли между собой общаться. И пришел святитель Стефан Пермский, тоже он был послан из других земель, именно чтобы сделать коми-народ более цивилизованным, и уже привнес... Все, я и не помню, какой алфавит он привнес. Назови его алфавитом Стефана Пермского. Да. У нас 700 тысяч, хотела сказать, ох, важные мечты. 700 подписчиков на газету, на журнал. Из них 500 электронная подписка, которая расходится по школам. И ужасная цифра, 213 в том месяце реальных подписчиков на бумажную версию издания. И то есть, получается, мы работаем 90% времени, чтобы охватить 200 человек, и 10% времени, чтобы охватить, вот сейчас я буквально посмотрю, 2000 ВКонтакте, ну и еще там по каким-то соцсетям. То есть, когда я в понедельник перед сдачей журнала иду в бухгалтерию брать актуальные данные тиража, и думаю, так, сколько, я там вижу, например, в прошлом месяце было 211, в этом месяце 215, и я думаю, 4 человека, плюс 4 человека, и я радуюсь. Вкладываешь все свои силы, не спишь ночами, и тут понимаешь, что вот у тебя совсем крохотное количество читателей, и ты понимаешь, ну что же я делаю не так, что же мы делаем не так. Мы же делаем интересные материалы, мы не копируем другие СМИ, мы только за оригинальность, мы каждый раз придумываем что-то новое. Когда СМИ субсидируются, есть список тем, на которые мы обязаны написать. Это называется госзадание, и если мы не закроем госзадание, нас не будут финансировать. Это хорошие темы, просто их всего 30. И я практически 90% материала, который вышел в журнале, должна разбросать по этим темам. Ну вот тут, к примеру, популяризация памятных дат России. Год памяти и славы, Победа, День Победы, мы обязаны про это писать круглый год. И буквально про тот же конкурс, если говорить, в котором мы выиграли,
на конкурс мы отправляли именно журнал, посвященный Дню Победы, потому что он получился очень классным и очень выигрышным. И он не был скучным, он не был каким-то назидательным, он был интересным и таким, который может как раз молодого человека как-то приблизить к этой теме, от которой он уже, возможно, немножко далек. Отдельно у нас есть популяризация коми-языка, популяризация русского языка, прививание любви к чтению, формирование знаний об Арктике, например. И кажется, что вот эти вот темы немножко тебя сужают. Вот у тебя есть тема, и ты должна обязательно про него написать, про эту тему. Но мы делаем все, чтобы эту тему раскрыть интересно. И, по-моему, пока что у нас получается. Я очень визуальный человек, я очень люблю красивую картинку, и я люблю воздушную верстку с большим количеством воздуха, с какими-то крупными пятнами, с каким-то таким сбалансированным текстом и фотографиями. И тут уже просто то, что из-за того, что вся власть оказалась в моих руках 2 года назад, захотелось сделать что-то очень актуальное. Про стереотипы в языке мы вроде как еще не затрагивали тему, но тоже я как-то интересовалась этой темой, и очень у многих коми-язык ассоциируется с чем-то древним, с чем-то неактуальным. Говорят коми-язык, представляют себе, я не знаю, бересту, кокошник, которых у нас не было, представляют себе коми-орнамент, который очень классный, но его в наших СМИ очень много. И не только в СМИ, на телевидении. У нас есть коми-промысловый календарь, который тоже такой прям, вот как раз про самобытность и богатую культуру. Но он везде, он на всех учебниках, он на заставке на телевидении, он на заставке на радио, он на сувенирах, он везде. И вот эту вот национальную самобытность, какую-то оригинальность эксплуатируют просто какими-то бешеными темпами. И мы подумали, что нет ничего страшного в том, чтобы немножко от этого отойти. И вот эту вот самобытность оставить только в слове, в том, что мы выходим исключительно на коми-языке, и это уже делает нас не такими, как все. И не надо подкреплять это орнаментом с оленем, которого я никогда не видела, и с компасом каким-нибудь. Редактора нашего Марию Игушеву и директора издательского дома Коми Инессу Орел однажды там посетила гениальная идея, как коми-язык привнести в молодежную сферу, чтобы это, ну, как говорится, было стильно, модно, молодежно. И девчонки наши решили, почему бы не печатать какие-то известные коми-слова на футболках, вот, и сделать это все в минималистичной форме. Ну вот, например, одна из популярных надписей сейчас на мне «Щелемщань», что означает «от сердца», «от души». То есть, например, мы работаем от души. Можно трактовать и так. Популярная Мичанывка, красивая девушка. Популярна дыш, лень, либо наоборот, абудыш, не лень. Мунтатыш вайпокой, менам талун выходной. Тут вроде бы чувствуется мешанина, да, русских слов, и иногда филологи к этому очень сильно придираются, но это уже тоже такой яркий афоризм, который, в принципе, в обиходе у людей, у жителей, которые владеют в той или иной мере коми-языком, и поэтому, собственно, и попала на вот продукцию Локтача. Язык — это такой ключ к огромному такому массиву знаний, культуры. Вот мы очень любим ходить на всякие мероприятия, где люди серьезные со сцены говорят: да, вот она, наша богатая, самобытная культура. Но как только мы потеряем язык, мы потеряем к этой культуре ключ. И вот часть ключей уже растеряна, часть уже не владеет коми-языком. Очень многие мои братья и сестры двоюродные, хотя мы все родились в коми-семьях, не знают коми-язык. И даже когда мы публикуем какие-то наши материалы в соцсетях, к примеру, один из самых частных комментариев: я ничего не понимаю, не могли бы вы это написать по-русски? Вот это мои друзья, но я ничего не понимаю. И тут уже ничего не поделать. И нужно ухватиться вот за этот вот шанс, пока мы есть, те, кто владеет коми-языком,
те, кто воспитывает своих детей, чтобы вот эти ключики не потерять, чтобы вот эта вот наша богатая самобытная культура не только жила, но и пополнялась еще, потому что, наверное, вы уже заметили, у нас много творческих каких-то там коллективов, ребят талантливых, которые вот это вот по крупинкам, а иногда целыми какими-то массивами эту культуру пополняют. Ну, это классно, чем больше языков, тем круче. Я, к сожалению, знаю только русский и коми и понимаю, насколько это ограничивает меня. Я бы хотела знать и английский, к примеру, который, к сожалению, мне не дается. Хотя я периодически допускаю мысль о том, что все-таки нужно начать снова изучать языки. Ну, входит в обиход, то есть, например, слово «селфи». Наш активист перевел «ачпас» «селфи» и начал активно использовать в своих соцсетях, остальные подхватили, и «ачпас» — это уже сейчас официальный, можно сказать, перевод слова «селфи». Также многие слова, это у нас тоже вопрос такой для дискуссий на самом деле, да, очень спорный вопрос. Мы недавно, ремарка такая, с Марией запустили подкаст на коми-языке при нашем журнале, тоже называется «Лыдими Пыдди», и мы вот в соцсетях дали новость, что вот мы начали подкаст на коми-языке, и у нас там комментаторы сразу: а что, слово «подкаст» вы не смогли перевести на коми? То есть такие рьяные активисты, которые выступают за совершенно чистый коми-язык, готовы переводить все слова. В своем журнале мы выступаем, чтобы не впадать в крайность. Да, находить вот эту золотую середину. Если какое-то, например, русскоязычное слово невозможно заменить, найти понятный, доступный обычному читателю, а не лингвисту аналог, мы оставляем так, как есть. Елга — это эхо. Эхо потихонечку угасает, но вот мы кричим все громче, чтобы наше эхо, оно не потухло, чтобы оно как можно дальше шло и распространялось там за пределы республики. И мы делаем к этому шажочки свои. И мы сейчас сами пытаемся по шажочку к ним приблизиться, потому что вот вчера, к примеру, мы вели с Койташа эфир. Ну, не эфир, а так, серию сторис опубликовали. И несмотря на то, что у нас там в Инстаграме пока 160 человек подписано, из них человек 80-90 сторисы посмотрели, реагировали, говорили: ой, это классно, а вот рок нам зашел, и вот тут про это можно написать. Ну, то есть эта связь есть, и тут уже дело за нами, не за читателями. Я вижу наш сайт отдельный для Елги, двуязычный, скорее всего. Я вижу нас в соцсетях, и я все еще вижу нашу печатную версию, возможно, с не какими-то космическими тиражами, но такую нишевую тему для тех, кто любит журналы в теме, да, потому что я сама люблю журналы, я люблю периодику, и я знаю, что это иногда бывает просто эстетически приятно. Иногда мы можем быстренько проскроллить какой-нибудь текст и быстренько почитать, а журнал — это всегда немножко медитация, это какой-то уют, кофеечек и прочее. Я вижу, что у нас будет больше сотрудничества, потому что даже сейчас я вчера заходила в кофейню и подумала, что вот там вот на стене Vogue, вот там вот на стене там какой-нибудь Cosmopolitan. Так, я думаю, надо договориться с ребятами и занести Елгу, потому что я иногда их называю тайные коми. Небольшая такая ремарка. Я 5 лет отучилась на политологии, и, естественно, коми-языка у нас там не было. Да? И вот на 5-м курсе, еще одна ремарка внутри ремарки, я всегда говорила в корпусе в своем учебном на коми-языке, потому что в этом же корпусе учились коми-филологи, которых я знала. И мои однокрупники видели, что я говорю по коми. Ну и с друзьями по телефону или с родителями по телефону я также говорила по коми. То есть все знали, что я коми-язык знаю. И вот на 5-м курсе перед выпускным ко мне подходит мой одногруппник и говорит: Маш, мне тоже коми. Типа, Маш, я тоже коми. Он отучился рядом со мной, вот на соседнем стуле 5 лет, и он стеснялся говорить. И на 5-м курсе он признался как просто клуб анонимных коми-говорящих. И вот я таких ребят называю тайные коми, которые
коми-языком владеют, но его не используют, потому что даже я, если зайду в магазин, я не скажу «виджаола надменным это нянь». Я скажу «здравствуйте, дайте мне, пожалуйста, там, к примеру, хлеб». А продавец, скорее всего, в этот момент будет коми. Точно так же, там, вероятность очень высока. И вот для таких людей, тайных коми, я хочу побольше пасхалок разложить по тому же Сыктывкару, возможно, в той же Ухте, где много приезжих из районов, чтобы показать, что коми быть классно тоже. Это не повод для гордости, как у нас иногда очень любят говорить, что типа я горжусь тем, что я коми. Нет, ну, мне кажется, не надо гордиться, можно просто быть, говорить, общаться, читать, слушать музыку, ходить на койтаж, ходить на Василей, если нравятся народные мотивы, а не современные. Просто жить, и это не значит, что нужно прям отсекать какую-то пласт культуры на русском языке или там английский или еще что-нибудь. Просто внедрить его в свою жизнь, и тогда не нужно будет предпринимать никаких титанических усилий, чтобы отдельно как-то возрождать коми-язык там какими-то программами ГОС. Мне кажется, все в наших руках. Мы так долго уже тут вам всякое рассказываем, что уже сложно понять, о чем мы уже сказали, о чем не говорили. Но, наверное, мы вот последний месяц так получилось, что мы очень говорим много с людьми, которые коми-языка не знают. Ну, то есть как так получилось, что много поездок, какие-то конкурсы профессиональные и непрофессиональные. И как будто бы мы всем рассказываем, как все здорово, все классно, и это даже скорее не вопрос, а такое замечание самим себе, что нам бы также рассказывать нашим читателям, все-таки дойти до тех людей, для кого мы пишем, а то получается, что мы говорим, какие мы классные, но мы рассказываем об этом почему-то вам, которые, ну, вы заинтересованы, но вы журнал нас прочитать не сможете. Точно так же я съездила в Москву, рассказала, что вот это мы делаем, то делаем, вот классно. Все говорят, да, классно. Узнали ли об этом мои читатели в селе Большой Луг? Нет, не узнали. Ну, это такой момент для нас, для размышления, да, что нам нужно все-таки наладить вот эту вот связь, перестать вариться вот в этих двух кабинетах замечательных, а немножко куда-то выйти поближе к тем, для кого мы пишем.